Важность экологического образования в современном мире уже ни у кого не вызывает сомнений. Во многих странах является приоритетным направлением обучения и воспитания. Ведь от экологической культуры подрастающего поколения зависит будущее нашей планеты. К сожалению, именно это направление воспитания в нашем обществе, что называется, хромает. Обстановка желает оставлять лучшего. Это в данном случае вот за мной пляж находится в каком состоянии. То есть это в первую очередь касается экологического состояния. Именно тут вы видите мусор. Это, скорее всего, это осенью, зимой. Здесь люди приезжали, отдыхали и за собой не убирают. Это опять-таки остается. В первую очередь это на совести людей. Специалистам-экспертам территориального отдела Министерства экологии и природопользования помимо надзора за состоянием окружающей среды по всему Зауралью приходится еще и держать на особом контроле ситуацию с предстоящим паводком. Как известно, в этом году зимой выпало небывалое за последние несколько лет количество осадков, что в свою очередь может привести к половодью. В этом отношении есть нерешенные вопросы в Баймакском районе. Остальным муниципальным образованием и Сибаю, подведомственным территориальному отделу экологов, паводок пока не грозит. К водным объектам это в первую очередь большой контроль касается. По паводковой обстановке у нас ситуация следующая. По Сибайскому территориальному комитету проведено по всему Зауралью 29 рейдовых обследований, в ходе которых были также выявлены нарушения административного. В данном случае по Сибаю нарушений не было выявлено. Также продолжается обследование водных объектов. Паводковая ситуация у нас стабильная. Подтоплений также не выявлено. Работаем совместно с сотрудниками единой диспетчерской службы, работаем совместно с управлением гражданской защиты, друг друга держим на контроле, сообщаем в случае чего. У нас также есть лаборатория, белорусское подразделение государственного инвестиционного контроля. Они в период весеннего половодья проводят отбор проб. Ежеквартально, получается, на реках Худолаза. Также у нас запланирован на апрель и май месяц отбор проб с очистных сооружений. Предприятия, организации это у нас, получается, горнодобывающих организаций, а также очистные сооружения города Сибая. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.